Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, слушатели нашего подкаста «Таргерден Биркеңеш». Сегодня мы находимся в гостях в медицинском центре «Кортекс». Но в нашем подкасте сегодня гость Акылбек Өмірқұлов. Өмірқұл уулу Акылбек. Опытный нейрохирург по направлению детская нейрохирургия. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня договорились с вами говорить о нейрохирургии, да? А особенно про онкологию. Скажите, пожалуйста, перед тем, как начать этот подкаст, кто вы такой, где вы прошли обучение и какой у вас стаж работы? Я заканчивал Кыргызскую государственную медицинскую академию, затем поступал в ординатуру на базе Национального госпиталя. После окончания ординатуры неоднократно стажировался в федеральных центрах России, а также Турции. И до сегодняшнего дня регулярно проходим научно-практические конференции, а также кадаврные курсы. Мой опыт работы составляет 9 лет. С 2019 года работаю в неврологическом центре «Кортекс». С какими жалобами родители обычно обращаются к вам? Нейрохирургия – это вообще третичный уровень, и в большинстве случаев к нам пациенты приходят уже с готовыми диагнозами. Угу. Чаще всего это врожденные аномалии развития центральной нервной системы, такие как врожденные гидроцефалии, арахнодальные кисты головного мозга, а также опухоли головного мозга. Вообще дети не жалуются, дети сами не обращаются, да? В первую очередь это замечают их родители. И на что нужно обращать внимание родителям, если есть какая-то проблема именно в головном мозге или в спинном мозге? Да, все верно. Родители первые, кто могут заподозрить на какие-то проблемы. Какие опасные признаки могут быть, которые должны настораживать родителей? Это частые головные боли, особенно по утрам, сопровождающиеся рвотой, без повышения температуры тела. Изменение поведения ребенка. Ребенок будто стал не таким. Беспричинный плач, капризность, сонливость, судороги, нарушение сознания, а у некоторых детей отставание в развитии и даже утрата приобретенных навыков. Например, ребенок, который не может говорить, он не может жаловаться. Верно? Например, рвоту мы увидим, мы его легко можем заподозрить. Например, какие-то боли, например, головная боль. Как определяется у ребенка до возраста, когда он может говорить, например, до 3 лет? У детей головные боли проявляются беспричинной плачу. Ребенок утром проснулся, плачет, ночью спит беспокойно. Снижение аппетита, отказ от еды – это опасные признаки, а также могут быть судороги. Если ребенок беспокойный, ночью плохо спит, утром просыпается, беспричинно плачет, температуры нету, появляется рвота, является ли это звоночком для обращения к нейрохирургу? Или можно пока понаблюдаться у обычного педиатра? В таких случаях желательно сразу обратиться к детским неврологам. При необходимости, конечно, можно и к нейрохирургам. Какие методы обследования вы проводите обычно таким пациентам? Самым частым и самым простым методом исследования это является УЗИ головного мозга. Преимуществами являются это быстрота, неинвазивность. Кроме УЗИ, нужно ли проводить какие-то более детальные обследования, например, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография? Да, безусловно, если есть какие-то структурные изменения, чтобы детализировать, необходимо проводить МРТ, магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию в зависимости, что нас больше интересует. Если мягкотканные компоненты, конечно, это МРТ. А если проблемы, связанные с костью, такие как краниосиностозы или новообразование костей, тогда компьютерная томография. А в некоторых случаях мы вынуждены проводить и то, и другое обследование. Допустим, вы обнаружили какое-то новообразование в головном мозге. И следующие ваши действия какие? И скажите, пожалуйста, какие новообразования чаще всего вы встречаете в вашей практике?
Если заглядывать в литературные данные мирового общества, в большинстве случаев встречаются внутримозговые опухоли, так называемые пилотстерноастростомы. Но в Кыргызстане больше всего встречаются опухоли, которые располагаются в задней черепной ямке. Это в области мозжечка, четвертого желудочка и ствола головного мозга. А если гистологически смотреть, это медулобластома или же эпендимомы. Опухоли мозжечка и четвертого желудочка, их степень злокачественности зависит от многих факторов. И мы наблюдаем такую закономерность: чем младший возраст ребенка, риск злокачественных опухолей выше. У старших детей, соответственно, больше встречаются доброкачественные опухоли. Скажите, пожалуйста, какие методы лечения на данный момент времени доступны в Кыргызстане? Ну, в Кыргызстане доступны все те же методы, что и за рубежом. Это хирургия опухолей, а в последующем химия или лучевая терапия. Мы занимаемся хирургическим лечением опухолей головного мозга. Мгм. Насколько это опасно проводить хирургическое лечение головного мозга? Конечно, всегда есть риск. И это зависит от локализации опухолей, от отношения к соседним структурам, зависит от роста опухолей. Некоторые опухоли, они растут инвазивно, то есть они прорастают в жизненно важные структуры головного мозга, функционально значимые структуры. А некоторые опухоли, они растут из оболочек мозга, из желудочков, и, как правило, имеют свою капсулу и просто прилежат. В таких случаях рисков меньше. Ну, многие родители могут спросить, или, конечно, они будут беспокоиться насчет за ребенка и будут спрашивать, может ли ребенок жить нормальной жизнью после удаления части головного мозга. Больше половины случаев дети возвращаются к обычной жизни. Они могут ходить в школу, учиться, играть и так далее. Все опять же зависит от локализации и от гистологической структуры опухолей. Если она доброкачественная, да, все это заканчивается одной операцией. Нужно ли брать такого ребенка на учет и наблюдать в течение какого-то времени? Или после одного лечения, после одной операции вся история с болезнью заканчивается? Естественно, за такими пациентами необходимо наблюдение долгое время. Периодически нужно проводить контрольные исследования. А как часто после операции к вам нужно подходить или приходить на контрольные осмотры? Но все это зависит от состояния ребенка по необходимости. А так, в стандартных случаях, если все прошло успешно, в зависимости от гистологии опухоли, от природы, в некоторых случаях каждые 3 месяца, в некоторых случаях каждые 6 месяцев. К чему может привести, если вовремя не провести диагностику и лечение опухоли головного мозга? Пожалуй, это самый часто задаваемый вопрос. Недиагностированная болезнь и тем более нелеченная болезнь хуже всякого лечения. Как может осложниться эта опухоль? Допустим, опухоль вначале не диагностировали, потом он может вырасти и перерасти во что-то другое, да? Да, естественно, опухоли имеют свойство малигнизации. Со временем даже доброкачественные опухоли могут переходить в более агрессивные формы, то есть на злокачественную. Нелеченная опухоль – это однозначно плохой прогноз. К чему может привести недиагностированная или нелеченная проблема или опухоль головного мозга? Нелеченная опухоль и риск нелеченной опухоли всегда выше, чем сама операция или химиолучевой терапии. Это однозначно приводит к осложнениям вплоть до смерти ребенка. Что вы можете порекомендовать родителям, которые впервые заметили тревожные симптомы? В таких случаях необходимо пройти обследование, выяснить, из-за чего эти симптомы. Или это ложные признаки. В любом случае необходимо обследоваться и дальше спокойно жить. И вот совет родителям: не бойтесь от лечения. Как я ранее говорил, риск нелеченного заболевания всегда выше любой операции.
операция дает возможность, шанс на выздоровление. Сможете, пожалуйста, из своей практики рассказать какой-нибудь интересный случай с опухолью головного мозга? Ну, а самым интересным для меня оказался случай, когда реальность превысила наших ожиданий. Мы оперировали девочку 13 лет с опухолью головного мозга, которая плотно прилегала к стволу головного мозга. Ствол – это самая нежная, самая важная часть головного мозга, где находятся центры дыхания, центр сердцебиения. Операция прошла не так, как мы планировали. После операции мы ожидали худшую картину, осложнения. А на наше приятное удивление пациент проснулся без неврологического выпадения. То есть все функции головного мозга сохранились. Отлично. И, к счастью, у этой девочки опухоль оказался доброкачественной. Можете ли вы посоветовать родителям детишек, как нейрохирург, чтобы они не пропускали плановые обследования у детского невролога, или чтобы они предотвратили осложнение неврологических заболеваний? К сожалению, специфической профилактики опухоли головного мозга нет, но есть возможность профилактически проходить обследование для того, чтобы выявлять такие проблемы на ранних стадиях. В большинстве случаев опухоли долгое время не дают никаких признаков. Могут быть косвенные признаки, то, что мы ранее перечислили. Это изменение поведения ребенка, это беспричинный плач, это быстрая уставаемость, слабость ребенка, снижение интереса. Если, к сожалению, выявили опухоль головного мозга, нельзя откладывать лечение. Каждое утраченное время прибавляет риска осложнения. Спасибо большое, уважаемые наши зрители. Если вы не услышали вашего вопроса, который вас интересует, то вы можете обязательно написать ваш вопрос в комментариях ниже этого видео. Мы постараемся вам помочь. А если вас интересует наш доктор-нейрохирург, вы можете прийти к нему на консультацию или связаться с ним через Инстаграм, да, или через вашу страничку. Мы обязательно его отметим. Подписывайтесь и следите за нашими новостями. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня к нам поступил пациент с окклюзионной гидроцефалией. Возраст пациента 2,5 месяца. Была проведена эндоскопическая вентрикулоцистерностомия дна третьего желудочка. Это операция, которая излечивает пациента от гидроцефалии без имплантации шунтирующей системы. Операция проводится миниатюрным игольчатым нейроэндоскопом. Операция максимально атравматичная. Доступ проводится через большой родничок, то есть без вскрытия костей черепа. Через небольшой порт камера проводится в полость третьего желудочка, через отверстие Монро. Она проходит в полость третьего желудочка, на дне третьего желудочка, и производится сама перфорация. То есть создается небольшое отверстие, которое будет способствовать оттоку спинномозговой жидкости из желудочковой системы в субарахноидальное пространство головного мозга, то есть на поверхность мозга, где она должна рассасываться. Во время операции было понятно, что это врожденная гидроцефалия, к чему свидетельствует повреждение прозрачной перегородки или, по-другому говоря, атрезия данной перегородки. Ну а вообще, что такое гидроцефалия? Это болезнь, она может быть как приобретенная, так и врожденная, которая приводит к избыточному накоплению ликвора, то есть спинномозговой жидкости в полости черепа, а именно в желудочковой системе. Врожденная по каким-то причинам во внутриутробном развитии происходит нарушение онтогенеза, что и приводит к окклюзии тех или иных ликварных путей. Это часто отверстие Можанди, отверстие Лёшка или Сильвия водопровод. Приобретенная гидроцефалия, она развивается чаще всего после травмы, при опухолях головного мозга, после инфекционных заболеваний.
что также приводит к повышению внутричерепного давления. К сожалению, консервативного метода лечения гидроцефалии нет. Если вы подозреваете у своих детей и знакомых гидроцефалию, вам необходимо обратиться к специалистам. Это в первую очередь детские невропатологи, а в последующем уже целенаправленно к нейрохирургам.